С вами топ самых и топ-10 самых лучших мультфильмов всех времен. И открывает наш топ лучших мультфильмов всех времен ледниковый период. Чтобы избежать приближающегося из-за наступления ледникового периода холода, животные мигрируют на юг. История начинается с того, что потерянный человеческий детеныш свел вместе трех абсолютно непохожих друг на друга персонажей. Молчаливого и угрюмого мамонта Манфреда, Оставь меня в покое! надоедливого, но простодушного ленивца Сида, который вечно попадает в неприятности, и расчетливого и хитрого саблезубого тигра Диего. По-твоему, я лжец? Я этого не говорил. Но ты так думал. По-моему, этот кот читает мысли. Троица хочет вернуть ребенка людям, и на пути их ожидает уйма уморительных и захватывающих событий. Ух ты! Да! Класс! Кто хочет еще разок? Главные персонажи в мультфильме получились очень интересными, и каждый по-своему оригинален и незаменим. Исключив хоть одного из них, и мультфильм потерял бы часть атмосферы, а белка, которая появляется на экране на несколько минут, так вообще стала символом франшизы. Замечательная картинка, чудесные пейзажи и великолепное совмещение веселых и трагичных моментов. Ледниковый период — незабываемое доисторическое приключение, которое будет интересно как детям, так и взрослым, и идеально подходит для семейного просмотра. Ледниковый период занимает 10-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. На 9-м месте Рататуй. Крысенок Реми обладает уникальным вкусом. Ты нашел сыр? И не просто сыр! Том де Шевр де Бэй! Он идеально подходит к моему грибу! Но он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу или раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечение кулинарией. А может, я особенный крыс? А может, ты вовсе и не крыс? А может, это и неплохо? И когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. Но эта попытка едва не стоит Реми жизни. Его замечают, ловят и поручают уборщику Лингвини уничтожить крысенка. Однако юноша и Реми находят общий язык и с этого момента начинают работать вместе. Им понравился суп. Как думаешь, можешь еще раз приготовить? Руками Лингвини Реми начинает творить свои кулинарные шедевры. В Рататуе есть все, что нужно для хорошего мультфильма. Интересный сюжет, оригинальные персонажи, любовная история, превосходный юмор и просто шикарнейшая анимация. Картинка настолько классная, что когда смотришь на все эти деликатесы, что готовит Реми с Лингвини, то пробуждается аппетит, так что ни в коем случае не смотрите Рататуй на голодный желудок. Этот восхитительный мультик может прийтись по вкусу самому привередливому киногурману любого возраста. Очень добрый, интересный и забавный анимационный фильм «Рататуй» занимает 9-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. 8-е место — Рапунцель. Запутанная история. Маленькую принцессу с волшебными волосами Рапунцель прямо из колыбели похитила злая колдунья, посадила ее в башню и почти 18 лет использовала в качестве аккумулятора вечной молодости, не выпуская наружу под предлогом страшных опасностей от чумы до бандитов. Каждый год в день рождения Рапунцель в королевстве проводился фестиваль летающих фонариков в память о потерянной принцессе. Рапунцель видела огни из окна в каждый свой день рождения и мечтала посмотреть на них вблизи. И вот накануне совершеннолетия Рапунцель, спасаясь от погони гвардейцев и королевского коня Максимуса, в башню залезает незадачливый, но симпатичный воришка Флинн Райдер. Оглушив воришку сковородкой и спрятав его сумку, Рапунцель заключает с Флинном сделку. Он отводит ее к фонарикам, а она дает ему сумку. Ему приходится согласиться, и во время их совместного путешествия происходит масса забавных и интересных приключений. Это первый трехмерный мультфильм Дисней, сделанный в классическом стиле. И картинка просто восхитительна, начиная от потрясающей красоты лесов и замков и заканчивая красивыми персонажами. Интересный сюжет, приятный саундтрек, классные персонажи, в том числе и второстепенные, такие как конь Максимус и хамелеончик Паскаль. Да, пожалуй, Дисней снова на коне. И сказка о добре и зле, любви и больших приключениях Рапунцель. Запутанная история занимает 8-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. На 7-м месте корпорация монстров. Где-то в параллельном мире существует город Монстрополис, который населяют монстры. Электроэнергию для своего города монстры извлекают из криков человеческих детей. Поэтому главным предприятием Монстрополиса является электростанция и по совместительству фабрика страха корпорация монстров. Лидером по пуганию является Джеймс Салливан по прозвищу Салли, который работает вместе со своим помощником и другом Майком Вазовским. Зарим! Я здесь! Посмотри сюда! Не прикасайся! Не прикасайся! Про меня все говорят, я люблю пугать ребят!
Но в Монстрополисе надвигается кризис, так как появляется все больше детей, которые перестают бояться монстров. И плюс к этому вся мирная жизнь монстров оказывается под угрозой, когда в их мир попадает ребенок. Ведь из-за крика происходит сбой в работе электричества, а прикосновение ребенка для монстра может быть смертельным. Нет ничего более ядовитого и ужасного, чем человеческий ребенок. Его прикосновение убивает. Кроме оригинального сюжета, у мультфильма отличная анимация, которая радует глаз яркими красками и отличной детализацией, харизматичные персонажи и замечательный юмор. Мультфильм о доброте и дружбе, который понравится как детям, так и взрослым. Корпорация монстров занимает 7-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. На 6-м месте Шрек. Жил-добыл в сказочном государстве огромный зеленый огр по имени Шрек. Жил он в гордом одиночестве в лесу на болоте, которое считал своим. Но однажды злобный коротышка лорд Фаркуат, правитель волшебного королевства, безжалостно согнал в Шреково болото всех сказочных обитателей. Шрек отправляется разъяснять ситуацию к Фаркуаду, взяв с собой одну из жертв депортации – осла. А Фаркуат предлагает ему выгодные условия – спасти из замка с драконом принцессу Фиону в обмен на возвращение земель болота. Шрек стал новым словом в анимации. Начиная с этого мультфильма 3D-анимация стала очень популярна. Неудивительно, что этот блестящий яркий мультфильм в 2002 году заслуженно получил Оскара как лучший анимационный фильм. Шрек содержит в себе все, что должен содержать хороший мультфильм. Продуманный сюжет, юмор, харизматичных главных героев, которые уже стали не только культовыми, но и мемами интернета. Без преувеличения, именно Шрек определил, как должны выглядеть голливудские мультики начала 21 века. Веселые, красивые и остроумные. Шрек занимает 6-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. 5-е место – Аладдин. В славном городе Аграба живет Аладдин, веселый воришка с золотым сердцем. Живет и не знает, что вскоре его ждет величайшее приключение в жизни. Ведь только с его помощью черный маг Джафар может овладеть невероятным сокровищем – лампой, в которой заключен исполняющий желания могущественный джин. И только хитроумие, смекалка и доброта Аладдина и его друзей, обезьянки Абу, принцессы Жасмин и самого джина способны помешать Джафару завладеть лампой и захватить власть над миром. Аладдин – это по-настоящему волшебный мир. Великолепная анимация, потрясающие песни, увлекательные приключения, море юмора и шуток делают данную ленту одной из самых ярких творений студии Disney. Захватывающий сюжет с историей любви, коварстве и настоящей дружбе с интересными персонажами, в том числе и харизматичным злодеем. Создано и преподнесено так, что равнодушными не смогут остаться ни взрослые, ни дети. Аладдин — это один из ярчайших примеров великого наследия студии Disney. Настоящий мультфильм детства, на котором выросло не одно поколение юных зрителей. 5-е место в топе лучших мультфильмов всех времен – Аладдин. 4-е место – «Как приручить дракона». В племени викингов, много лет ведущих войну с драконами, живет мальчик по имени Икинг, которого все считают слабаком. Молот поднять не можешь, топором крутить не можешь, даже эту штуковину не метнешь. И во время нападения на деревню драконов Икинг пытается доказать всем свою храбрость и таки подстреливает одного из драконов. Ему, правда, никто не верит. О, ты кто угодно, Икинг, но только не убийца драконов. Возвращайся домой. Проследи, чтоб дошел. И Икинг отправляется на его поиски, и, отыскав в лесу раненого, беспомощного и перепуганного дракона Беззубика, Икингу становится его жалко, и он оставляет его в живых и на воле. Постепенно они с драконом сближаются, и Икинг начинает понимать, что не такие же они драконы злобные и беспощадные. И благодаря дружбе Икинга и Беззубика непримиримые соперники викинги и драконы находят общий язык и тоже становятся друзьями. «Как приручить дракона» — один из самых ярких, красочных, неповторимых и действительно мастерски сделанных мультфильмов последнего десятилетия. Пейзажи сравнимы разве что с «Аватаром», и хотя это все-таки мультфильм, но взрывы, погони и полеты никого не оставят равнодушными, и это тот редкий случай, когда все-таки лучше смотреть в 3D. В мультфильме очень трогательные истории внутри основного сюжета, взаимоотношения героя с отцом, взаимоотношения героя со сверстниками, дружба с драконом. Мультфильм просто поражает своей добротой и искренностью. История о дружбе мальчика и дракона, настоящий шедевр анимации, занимает 4-е место в топе лучших мультфильмов всех времен. На 3-м месте история игрушек. Главные герои мультфильма — игрушки, обитающие в комнате их владельца, мальчика по имени Энди. У Энди большое воображение. Каждый день он придумывает истории, в которых участвуют его игрушки. Смей, не смей, гадкий картофель! Молчать, Бонни, тут твоим овечкам не поздоровится! Спасите. Лидирующее положение среди которых занимает Вуди, ковбой в сапогах и шляпе. Являясь любимой игрушкой, Вуди чувствует себя совершенно спокойно, ни о чем не беспокоясь.
но это было до поры до времени. В день рождения Энди дарят суперсовременную игрушку База Лайтера, космического рейнджера, напичканного всевозможными гаджетами. И Баз сразу же затмил бедного Вуди, которого такое положение дел никак не устраивало. Девчонки, видно, к тебе так и липнут. Научишь меня? Да, неплохо, приятель. Ой, заткнись. Через пару дней все опять пойдет как прежде, они увидят. Они увидят. Я у Энди любимая игрушка. Пытаясь избавиться от конкурента, Вуди попадает в неприятную ситуацию, из которой сможет выбраться, только объединив усилия с Базом. В итоге мы видим увлекательное и опасное путешествие, полное приключений и уморительных ситуаций. Данный фильм стал по-настоящему революционным. Это первый полнометражный фильм, смоделированный полностью на компьютере, и первый мультипликационный фильм, номинировавшийся на Оскар за лучший оригинальный сценарий. Увлекательный сюжет, яркие и полюбившиеся всем без исключения персонажи, оригинальный взгляд на мир — все это сделало мультфильм коммерческим хитом и родоначальником нового жанра мультипликации. Мы делаем шаг в бесконечность! История игрушек — третье место в топе лучших мультфильмов всех времен. На втором месте Валли. Робот Валли из года в год прилежно трудится на опустевшей земле, очищая нашу планету от гор мусора, которые оставили после себя улетевшие в космос люди. Он и не представляет, что совсем скоро произойдут невероятные события, благодаря которым он встретит друзей, поднимется к звездам и даже сумеет изменить к лучшему своих бывших хозяев, совсем позабывших родную землю. Валли поднял планку жанра анимации на недосягаемую прежде высоту, и благодарить за это нужно студию Pixar. Бессмысленно спорить о том, что студия, подарившая миру много мультипликационных шедевров, почти половина из которых в нашем топе, всегда выделялась оригинальностью своих идей и очень качественной анимацией своих мультфильмов. Однако на этот раз Pixar сумели превзойти самих себя, потому что ничего более очаровательного и трогательного зритель, пожалуй, еще не видел. И даже странно это говорить, но мультфильм Валли практически идеальный. Красивейшая графика, забавные персонажи, увлекательный сюжет и при этом минимум диалогов. Делая Валли, Pixar шли на риск, и он себя оправдал. Очень милый и трогательный мультипликационный шедевр от Pixar, Валли занимает второе место в топе лучших мультфильмов всех времен. И самый лучший мультфильм всех времен и народов — Король Лев. Король Лев, пожалуй, самое известное творение студии Уолта Диснея и один из самых популярных мультфильмов во всем мире. Этот добрый, лиричный, но в то же время грустный мультфильм известен почти каждому. Молодой львенок Симба — сын короля Муфасы. Он должен зайти на трон после отца, но Шрам, брат короля, хочет любой ценой заполучить корону. И Шрам убивает Муфасу, а Симба убеждает в том, что именно он виноват в смерти своего отца. Симба, что ты наделал? Там было стадо, он спасал меня. Это вышло случайно, и я не хотела этого. Конечно же нет. Никто не захотел бы, чтобы такое случилось. Но король умер. А если бы не ты, он сейчас был бы жив. О, что скажет мама? Что же мне делать? Бежать, Симба. Беги, беги прочь и никогда не возвращайся. Симба бежит от своего дома, от своей семьи, от себя, туда, где его никто не найдет. И вдали от родных земель он встречает Тимона и Пумбу, которые помогают ему начать жизнь по новой. Не оглядывайся на свой зад, он уже прошел. Нет, не пыхти. Отдохни, а то еще надорвешься. Я говорю, назад в прошлое не оглядывайся. В жизни встречаются невзгоды, но тут уж ничего не попишешь, верно? Верно. Нет! Если весь мир на тебя плюет, ты можешь взять, да и плюнуть на него. Но повзрослев и благодаря советам и помощи, Симба понимает, что от прошлого не убежать и ему нужно вернуться. Ведь он король. Фильм завоевал 2 премии «Оскар» за песню Элтона Джона и за музыку Ханса Циммера, 3 премии «Золотой глобус» и 3 премии «Грэмми». Быстро стал одним из самых продаваемых мультфильмов на VHS всех времен и народов. 5 миллионов кассет были проданы только за первый день. В кинотеатрах собрал рекордную сумму для мультфильма в $1 миллиард и еще $1 миллиард
миллиард принесли продажи, прокат и телепоказ, но основной доход в первый же год в виде $2 миллиардов принесла продажа прав на использование персонажей мультфильма в качестве торговой марки. Абсолютный шедевр мировой анимации, Король Лев занимает первое место в топе лучших мультфильмов всех времен и народов. На этом все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какой мультфильм вы считаете самым лучшим и какой должен был присутствовать в топе, но его там нет, только помните, что топ анимационных фильмов, а не мультсериалов. И я намеренно не включал картины из Японии, может быть в будущем будет отдельный топ. Всем удачи, пока.